Между тем, более 200 представителей образовательных учреждений республики приняли участие в выставке-форуме «Открытое образование. Диалог, деятельность, доступность». Она также проходит в рамках 13-го съезда учителей. Среди участников муниципальные и республиканские образовательные учреждения, СПФУ, профессиональные образовательные организации, Институт национальных школ республики, книжные издательства, предприятия и поставщики услуг образования. Какие проекты представили на выставке, расскажет Саргалана Захарова. Робототехника за последние годы приобрела большую популярность среди детей. Моделированием и конструированием роботов может начать заниматься даже дошкольник. Она развивает мелкую моторику ребенка и приучает к командной работе. Работа осуществляется только командой, нет индивидуальной. Это исследовательская деятельность. К 11 классу у нас уже разрабатывают патенты, есть уже опыт патентирования изделий и коммерческую продажу изделий, которые уже производятся. Информационно-технический лицей города Нерюнгри на выставке представил работы юных инженеров. Среди них работы обладателей званий лауреатов и гран-при всероссийских конкурсов. Также посетители выставки могли рассмотреть в подробностях и протестировать прототипный вариант управляемого автомобиля. Конструктор открытого типа, ребенок на 3D-принтере делает собственные колеса, делает собственный корпус, устанавливает камеры. Помимо этого делаются свои прототипы. Мы хотим представить в этом году, в конце этого месяца, на одном из форумов президентских уже свой прототип, сделанный на базе данного комплекса. Выставка собрала практически все направления в сфере образования, начиная с фирм-поставщиков школьной формы, заканчивая издательскими домами. Однако самым привлекательным для посетителей, мимо которого равнодушно не мог пройти даже истинный гурман, экспозиция технологического техникума сервиса. Наш техникум готовит по таким профессиям: повар-кондитер, пекарь, технологии общественного питания, швеи. Вот эта вся продукция сделана нашими учениками. Мы должны определить уровень системы образования, определить какие-то ориентиры, проблемы. Ну и эта же площадка служит общением для наших педагогов и руководителей различных сфер. Ну и дальше будем в дальнейшем использовать материалы выставки для работы. Также на выставке работали площадки свободных высказываний, дебатов на актуальные темы, прямых дискуссий, деловых переговоров. Самое яркое место – центральная площадка, на которой прошли выступления творческих коллективов, театров мод, юных спортсменов, а также мастер-классы. Саргалана Захарова, Дмитрий Сергучев, НВК Саха, Якутск.